Я очень рад, что есть столько красивых молодых лиц, которые, в общем-то, приверженцы нашей религии, держат уразу, интересуются религией ислам. У нас в медресе, вот я являюсь председателем, есть еще один есть преподаватель, тоже татар Малы. Мы очень всегда рады, когда видим татарские лица, все-таки это то, что наше родное. И мы со своей стороны хотели бы, конечно, потому что болеем за свою нацию, болеем за свой народ, чтобы наши татары, башкиры, вообще, в принципе, все мусульмане, они жили счастливо в этой жизни, проживая эту жизнь, скоротая свои дни, и чтобы была польза от того, что мы в этой жизни проходим определенные испытания, терпим определенные трудности, чтобы это для людей не было лишь просто тягостью. Это тогда будет только, если человек проживает эту жизнь осмысленно, и его осмысленность, она находится в правильном векторе. Когда был примерно в вашем возрасте, я начал тоже себе задавать вопросы, а зачем, а для чего, а зачем все это надо, какая польза от этого всего, зачем держать пост, зачем совершать намаз. И жизнь меня заставила, потому что я начал размышлять, искать ответы на эти вопросы. Я очень рад, что вы в таком составе и уже в своем возрасте задумываетесь не просто о том, как провести эту жизнь достойно, имея, скажем так, положение в обществе, имея какой-то заработок, создать семью и так далее, а вы еще задумываетесь над тем, что все, что происходит в этой жизни, из хорошего или из плохого, оно заканчивается. Да, мы все знаем, что жизнь, она проходит. И пускай мы не будем обмануты тем, что мы лишь сейчас молодые люди, и у нас как будто бы еще жизнь вся впереди. Не обманывайтесь этим, потому что смерть, она ходит рядом с нами. Наша жизнь наполняется еще большими красками, когда мы задумываемся о том, что наша жизнь может в любой момент прекратиться. Еще больше мы начинаем ценить, да, ту воду, которую пьем, когда разговляемся. Обычный черный хлеб, он становится самым вкусным, когда мы кушаем после долгожданного, скажем так, ифтара, да, когда мы разговляем пост, мы ощущаем этот вкус, то есть еще больше ценим это, то, что мы имеем. И когда мы привыкаем к этой жизни и думаем, что мы будем проживать эту жизнь 100 лет, 200 лет, 1000 лет, как будто бы никогда не умрем, если мы уйдем от этой мысли, понимая, что наша жизнь может прерваться в любой момент, то еще больше начинаем ценить каждый глоток этого воздуха, который мы вдыхаем, каждый глоток воды, который мы пьем. Мы начинаем больше ценить то, что мы имеем из нашего здоровья. Да, люди привыкают к тому, что у них есть зрение. Они привыкли, что они все время видят, что у них, что они могут в любой момент увидеть то, что скрыто от них, просто заглядев за стенку дома, к примеру. Люди привыкли, что они слушают и могут слышать разные звуки, не задумываются о том, что это у них может пропасть в любой момент, не задумываются о том, что есть люди, которые не слышат, и есть люди, которые не видят. Представляете, есть люди, которые, чтобы переместиться с одного места в другое, им нужна помощь других людей. Им приходится упрашивать, звонить, да, идти на какие-то уступки, брать на себя какие-то дополнительные обязательства, чтобы его просто привезли в какое-то место, потому что он сам не может передвигаться своими ногами. Есть люди, у которых не работает желудок, и там стоит специальный инструмент, который стимулирует желудок переваривать его пищу. Есть у которых проблемы с мочегонной системой. Есть многие болезни, имея которых человек
часто себе говорит, как же хорошо тем, у кого нету этой болезни. Даже когда у нас заболевает голова, она может день болеть, 2 болеть, не знаю, у молодых, может, такого не бывает, да? Но бывают люди, которые не могут спать 3 ночи, 4 ночи, не могут спать и все, а чувствуют разбитость и усталость, то, задумываясь об этом, как мы должны ценить то, что мы имеем. Мы имеем возможность в любой момент поспать где-то в парикмахере, даже в метро. Да, не у всех это получается, может для кого-то это новость. Не все обладают таким здоровьем, которое у нас есть. Да? Не все имеют родителей. Я часто своим сыновьям говорю, вы знаете, вы не познали беды сирот, потому что вы даже не задумываетесь о том, что то, что кушаете вы, достается каким-то трудом. Вы привыкли, что дома всегда что-то есть. Да? Но знаете, что есть люди, у которых не всегда есть кушать дома. Есть люди, у которых вообще нету дома. Рассказывается одна история об одной женщине, у которой был маленький мальчик, где-то в возрасте 7-8 лет. И они жили одни. У них был дом без крыши. У них не было крыши, потому что это дорогое удовольствие. Была такая местность, тяжелая жизнь. И вот однажды, когда пошел ливень, дождь сильнейший, да, они не знали, куда укрыться, и она взяла дверь, единственную дверь, которая у них была, она сняла с их петель, облокотила на стену, и вот они вдвоем, прижавшись друг к другу, пережидали этот дождь. Дождь затопил все, что было в комнате у них, но они остались сухими. И вот когда они сидели под этой дверью, этот мальчик, представляете, как он ценил то, что он имел из того, что мало. Он говорил, мама, как же хорошо, что у нас есть дверь, ведь у некоторых даже двери нету. Он не говорил о том, вот есть люди, у которых кондиционеры и отопительная система в их домах, которые живут во дворцах, спят в теплых, чистых постелях. Нет, он даже об этом не мечтает. Но он доволен тем, что у него просто есть дверь. Дверь, которая укрывает его от дождя, его и его маму. Это пример нам, как мы должны ценить то, что мы имеем, из того, что мы даже привыкли иметь. Мы сейчас, иншаллах, будем разговляться, какое прекрасное здесь блюдо, да, вкусная вода. Ага. А есть те, которые могут купить себе несколько фиников. Да, на утро несколько фиников и на вечер несколько фиников. Надо вспомнить тех, которые находятся в более худшем положении. Если у нас есть автомобиль, не нужно думать, что есть те люди, у которых есть 2 автомобиля, или более свежей марки, или более богатой комплектации. Подумайте о том, кто ездит не на автомобиле, а на велосипеде. А тот, кто ездит только на велосипеде, то пускай подумает не о тех, у кого есть машина, а у тех, у кого даже нету велосипеда. Он ходит один пешком. Вот есть курьеры, да, вот вы видите, да, кто-то ходит пешком, кто-то ездит на электрических самокатах. Тот, кто ездит на электрическом самокате, наверняка больше доставок делает. Наверняка он богаче. Да? Но если посмотреть на курьера, если посмотрит на курьера человек, который, там, я не знаю, имеет должность там, в каком-то министерстве, к примеру, да, он думает, в каком я хорошем положении, нежели этот курьер, даже если у него есть мотороллер там, да, или какой-то электрический самокат. А тот, кто ходит пешком, пускай посмотрит на того, не кто ездит на велосипеде, а посмотрит на того, у кого нету ног. Точнее, у него есть, но он сам не может передвигаться. Ведь мы сами пришли своими ногами сюда. Какое благо мы имеем в этой жизни. И был такой один человек, он не верил в Создателя, он занимался скалолазанием, был альпинистом. И вот однажды он взобрался на высокую гору, и пред ними предстали вот эти красоты, которые поразили его очень сильно впечатлили. И он, знаете что, он заплакал. Заплакал от того, что он не знал, кого благодарить за ту красоту, которую он видит. Он не верил в Создателя, и от тоски, от того, что не знал, кому выразить эту благодарность за то, что он видит эти красоты, начал горевать. Это человек, который не признавал существование того,
кто дал ему видеть эти красоты, кто создал это все, дал ему силы, чтобы он поднялся на эту гору, да, чтобы он не разбился и чтобы он своими собственными глазами увидел эти прекрасы. Мусульманин – это прежде всего тот, кто покорен Создателю, Создателю всей этой вселенной, Создателю того, кто создал его родителей. Покорен – это означает, что он принимает без какого-то возмущения все, что с ним происходит, из хорошего или из плохого. Покорен Богу – это тот, кто прежде всего признает существование того, кто дал ему родителей, кто дал ему здоровье, кто дал ему семью, кров, еду, возможность переваривать пищу своими органами пищеварения. Все, что он имеет и благодарит Создателя за все, что он в этой жизни имеет. Но что самое удивительное, люди забывают о том, кто такой Создатель, забывают благодарить Создателя за то, что они имеют. А что значит забывают? Это означает, они не выполняют то, что Бог им повелел. Не выполняют и совершают то, что Бог им запретил. Эти люди, даже если они признают Его существование, они не являются благодарными Богу. Не являются благодарными за то, что Бог им дал. Каждую секунду своей жизни они дышат. Они могут спать, отдыхать. Еще раз, мы имеем здоровье, и все, что мы имеем, это все нам дано Создателем этой вселенной. И смотрите, Бог, на русском Бог, на татарском Ходай, на арабском Аллах, на английском God, Дьен, на французском, это тот, кто дал нам это все не из-за вынужденности, не из-за того, что Он обязан кому-то что-то давать. Бог, Он властвующий так, как Он хочет в этой вселенной. И по Его воле кто-то рождается здоровым, и по Его вечной воле кто-то рождается больным. По Его милости мы имеем возможность сегодня покушать вкусные блюда. И по справедливости Аллаха люди не имеют то, что имеем мы. Потому что несправедливость может быть соотнесена только к тому, кто действует в соответствии с теми правами, которые на него кто-то наложил, которые не действуют не в соответствии с этими правами. Например, мы с вами. Да, мы имеем право на это, на это, на это. А вот на это, на это, на это мы не имеем права. Мы обязаны совершать вот это, вот это, вот это, а вот это, вот это, вот это мы не обязаны совершать. Так вот, несправедливость может быть соотнесена к нам, к тем людям, которые совершают что-то без права на то, что они совершают, и не выполняют то, что они обязаны выполнять. Например, взрослый мужчина обязан содержать свои семьи. Это его обязанность. Если он не будет это делать, он будет угнетателем своей семьи. Или, например, я имею право в старости быть на обеспечении, например, своих взрослых детей. Я имею право и на них обязанность обеспечивать меня как их родителя. В том числе мы с вами. Мы обязаны обеспечивать своих родителей, если они будут немощными и несостоятельными людьми. Если они будут нуждаться в этой помощи, наша обязанность содержать наших родителей, в том числе своих несовершеннолетних детей или свою супругу. Вопрос, откуда у нас эти обязанности, откуда у нас эти права? Создатель создал нас, наделил нас определенными правами и определил нам определенные обязанности. Но Богу Его никто ни в чем не обязал. И Он властвует в этом мире так, как Он хочет. Его право на совершение того, что Он хочет, никто его в этих правах не ограничил. Вот кто такой Создатель, которого мы должны признавать как Создателя и поклоняться, то есть быть покорным Ему, проявлять наивысшую степень смирения и покорности. И то, что мы держим пост месяц Рамадан, это один из видов проявления покорности по отношению к Создателю. И это один из видов обязательной благодарности Аллаху за то, что мы имеем в этой жизни. Потому что тот, кто не проявляет
благодарность, он будет наказан. Он будет наказан, ждет его отчет в судный день, ждет его наказание за то, что он не проявлял покорность и не совершал обязательную благодарность по отношению к тому, что он имел в этой жизни. Ну представьте, да, мы говорим, если говорить, например, о неверующих людях, которые тоже в этой жизни имеют много благ. Они наслаждаются хорошей погодой, они едят вкусные блюда, пьют вкусные напитки, они улыбаются, когда весеннее солнце встает на востоке, они имеют романтическое настроение, они наслаждаются в этой жизни. Ведь это все кто ему дал? Даже неверующим то, что они имеют в этой жизни, дал им это все Создатель, Аллах. Но они не признают его существование. Многие из них задают вопрос: а за что я, который говорит о себе он, я, неверующий в Бога, в этой жизни никого не обидел, ни у кого ничего не украл, да, никого не убил, никаких мерзостей, пакостей в отношении других людей не сделал, за что я буду наказан? Я кого-то разве обидел? Нет, никого не обидел. Тогда почему я буду наказан еще вечным адом? Ты обязан был прийти к тому, что есть Создатель, который по своей милости дал тебе все это. А ты за всю эту свою долгую жизнь ни одного часа, ни одной минуты не посвятил для того, чтобы, размышляя, прийти к тому, что есть Создатель, и начать признавать его существование. Представляете? Передается учеными история о том, которая произойдет в будущем. Неверующие, да, которые уже будут знать, что они сейчас будут заходить в ад, они будут подходить к аду и плакать кровавыми слезами. Ангел встретит их и скажет им: если бы вы в той жизни, которая для вас уже прошла, которую вы уже не сможете никак вернуть, если бы вы хотя бы одну слезинку уронили бы в поклонении Аллаху, то у вас бы здесь не было бы. А сейчас вы плачете кровавыми слезами. За то, что они не признали существование Создателя, только за это их ждет вечное наказание в аду. В суре Аль-Имран в 32 аяте сказано: «Ла юхиббуль кафирун». Аллах не любит неверующих людей. Аллах их создал, но Аллах не любит. И тот, кто не уверовал в Аллаха и в его посланника, не является верующим. Даже если у него есть принципы единобожия, даже если он знает, что есть только один Создатель, которому присущи самые величественные атрибуты, но не признал второго свидетельства ислама, это слова «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Если он не признал хотя бы одно из этих двух свидетельств, этот человек неверующий. Даже если он много-много людям делал добра, даже если он помогал, в том числе мусульманам тоже. У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, был родной дядя. Дядя Абу Толиб его звали. Абу Толиб, который взял его на воспитание, взял его в попечение тогда, когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, было примерно 6 или 7 лет. С этого возраста он защищал его от всего вреда. И когда пророк Мухаммад, ему было ниспослано пророчество от Создателя, многие арабы начали воевать против него из других племен. Абу Толиб, он защищал пророка, оберегал его. Он знал, что он пророк, представляете? Он своим сыновьям спрашивал: так, где Мухаммад? Где пророк Мухаммад? Они ему говорили: он намаз делает. Идите, читайте вместе с ним намаз. Он призывал своих сыновей, чтобы они следовали пророку Мухаммаду, чтобы они совершали намаз. Но сам он умер неверующим. Неверующим. Тот человек, который оберегал посланника Аллаха, умер в неверии. Не признал, не поверил в Создателя и не признал его как пророка сердцем. Не произнес формулу принятия ислама. Умер в неверии. В ад навечно навсегда. Каждый, кто уйдет из этой жизни без веры, никакого прощения не любит. В Коране Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инна Аллаха ла якфиру аюшрака бихи
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Это означает, что Аллах, Он не простит неверующих людей. Но Аллах может простить любой другой грех помимо этого. Аллах настолько милостивый, что может простить даже употребление алкоголя, убийство, прелюбодеяние, воровство, оставление намаза или оставление поста. Аллах милостивый к тем, кто в этой жизни признавал Его существование и стремился совершать хорошие дела в соответствии с Его повелением. Но Аллах ни одного неверующего не простит. Даже того, кто оберегал пророка Мухаммада, шаллаллаху алейхи вассалям, лучшего создания Аллаха, человек оберегал с возраста 6 лет. До того, пока не умер сам. Умер в неверии, Аллах накажет его вечным адом. Поэтому насколько мы должны ценить то, что Аллахом дано нам, не потерять, точнее, мы ценим это, мы не хотим, чтобы у нас деньги украли из кармана, не хотим, чтобы нашу машину украли из гаража, закрываем ее на сигнализацию, центральный замок, мультилок, в гараж, на охране деньги даем, еще какие-то меры предпринимаем, страхуем еще, боимся, что это потеряется. Мы ценим это? Да, мы это ценим. Нам дорог этот автомобиль. Или мы ценим пиджак, который мы купили. Да, или нам кто-то его подарил. Не хотим, чтобы он порвался. Мы ценим свое жилище, в котором мы живем. Ремонт постоянно делаем, что-то обновляем и так далее, и так далее. Мы ценим наше здоровье. Мы ходим к врачам, мы лечим свои зубы. Не хотим, чтобы это у нас ушло. А представьте, мы это все делаем, зная, что мы когда-нибудь все равно это потеряем. Мы это ценим даже тогда, когда знаем, что все равно мы это потеряем. Но очень мало людей ценит самый большой дар, который Аллах им дал, это иман. Ведь, слава Богу, у нас есть вера. Вера, которая была дана нам Создателем, дана нам была по милости Бога, а соседу нашему, который на одной лестничной площадке с нами живет, Бог не дал веру. У него нету этого. А что такое вера? Вера – это главное условие вхождения человека в рай. Без веры человек в рай никогда не зайдет. Даже запаха рая неверующие не почувствуют. Каждый, кто уйдет из этой жизни без веры, попадет навечно навсегда в ад, в вечное мучение в аду. Не на год, не на 1000 лет, не на миллион лет, не на миллиард лет, не на миллиардов, навсегда. Наша жизнь, она устроена так, что мы сегодня чего-то терпим, а завтра просыпаемся, смотрим уже, уже не так сильно боль, да? Смотрим, уже проблема ушла. Да? Молодой человек с девушкой расстается, ой, трагедия, прям все, жить не хочется. Через недельку смотришь, да нормально, в принципе, что я и без нее справлюсь, да? Девушка страдает, пишет, там, лайки, позвони, я жду. Год проходит, она уже все, она уже смотрит, с другими может общаться спокойно. Тяжелые ситуации в этой жизни, они уходят. Надо чуть-чуть перетерпеть. Да? Если сегодня плохо, знайте, что завтра будет хорошо. Если сегодня очень хорошо, знайте, не всегда так будет. Жизнь это меняется. Я почему это говорю? Потому что мы привыкли и ожидаем, что после того, как нам плохо, мы ожидаем какое-то облегчение. Представляете, даже вот эти бездомные люди, бедняжки, когда зимой, да, они замерзают, все грязные, все в плохом таком состоянии. Если им удастся обмануть милиционеров, проникнуть в метро и где-то хотя бы полчаса поспать, уже облегчение. Они уже чувствуют прилив сил, им уже чуть-чуть полегчало. Но в аду это место специально создано Богом для наказания. Там не будет облегчений. Там не будет облегчений, и там все мучения, которые мы можем здесь пережить, ни с чем не сравнятся из того, что в этой жизни есть. Самые страшные мучения там. Посланник Аллаха Мухаммад, шаллаллаху алейхи вассалям,
Он сказал, что если бы человек краешком глаза увидел, что происходит там, то его волосы посидели бы одномоментно, сразу. Такое страшное наказание. Так вот, вера, точнее неверие, это прямая дорога в вечное мучение в аду. Ни один неверующий не будет прощен. Но как посланник Аллаха Мухаммад шаллаллаху алейхи вассалям сказал: «Яхруджу минан нари ман кали ла илляха илляллах ва фи кольбихи вазну зарратин мин иман». Это означает, что выйдет из ада тот, кто уверовал в Аллаха и в его посланника, даже если его вера была в крупинку. То есть, если она у него была слабая, в крупинку была, он непременно из ада выйдет, если Аллах его не простит за совершенные плохие дела. Ни один верующий человек навечно в аду не останется. Какая ценность человек имеет от веры? Насколько он должен дорожить верой, если он уже дорожит тем, что в этой жизни знает, что это потеряет? А вера – это условие вхождения в рай, а неверие – это допуск человека в ад навечно навсегда. Некоторые мусульмане за совершенные плохие дела накажут. Аллах накажет их за то, что не делали намаз, сплетничали, злословили, да, совершали какие-то мерзости. Аллах может простить, но даже если не простит, даже если накажет, ни один верующий навечно в аду не останется. А что такое вера? Вот некоторые спрашивают, а что такое вера? Ну, вера, это вот как бы там, вот, ну там, мы верим в Бога. Какое-то образное, какое-то неутвержденное понятие у многих людей о том, что такое вера. Хотя вера самое ценное, что в этой жизни у человека может быть. Ученые сказали, что если Аллах дал в этой жизни человеку власть над всеми, всю жизнь он властвовал над всеми, имел все, что хотел, но веры не было, как будто бы Аллах ничего ему не дал. Бедный человек. Бедный, потому что потеряет это все и войдет нищим в ад, в мучение. А если у человека в этой жизни ничего нету, ни семьи, ни здоровья, ни денег, ни положения, ни уважения, но есть вера, Аллах дал ему веру, чистую от искажений, чистую от заблуждений, правильную веру в Бога и в посланника, то как будто бы Аллах дал ему все, что ему нужно. Вот все, что нужно для человека в этой жизни, это иметь веру и сохранить ее до конца дней своих, чтобы на момент того, когда у каждого из нас будут забирать их душу, чтобы она у него была. Иначе, дорогие мои девушки и ребята, беда, самая большая беда – это уйти из этой жизни без веры. Это самое большое несчастье, потому что человек без веры войдет в ад навсегда. Он проиграл эту жизнь и следующую проиграл, потому что знание о Боге у них неправильное. Так вот, кто такой Бог? Бог – это тот, который не родился и который не умирает, который был вечный без начала и вечный без конца. Бог – это тот, который о себе в Коране сказал: «Лайса камифлихи шей». Нет ничего подобного ему. Аллах bir kimga de o'xshamay, bir kimga de muhtoj degan. Ни күз аңлап китермәсәң, Аллах Тааля шунарга охшамый. Все, что ты можешь себе представить, Аллах на это не похож. Ни на лошадь, ни на человека, ни на волка, ни на солнце, ни на луну. Аллах не как воздух, который распространился по этой земле, не как свет, который проникает куда-то, а куда-то не проникает. Аллах – это тот, который всемогущий, делающий все, что Он хочет. Все, что хотел Аллах, было, чего не хотел, никогда не будет. Ему присуща вечная воля, которая не меняется. Все, что хотел Аллах, было, и этому никто не может противостоять. Если все жители земли соберутся и захотят, например, кому-то из нас причинить боль, даже пальцем не пошевелят, если не было воли Аллаха на это. Аллах тот, который знает о себе и о своих созданиях, знает о каждой вещи и их количестве, о прошлом, о будущем, о настоящем. Аллах всезнающий, Его знание не увеличивается, не уменьшается. Он тот, который не занимает места в пространстве.
Аллах создатель этой вселенной. И как сказал посланник Аллаха Мухаммад шаллаллаху алейхи вассалям, «Кян Аллаху лам якун шай'ун гайру». Аллах был и ничего не было. Этой вселенной и все, что находится в этой вселенной, не было, так как Аллах создал это все. И Аллах существовал до создания этой вселенной. Вселенная – это огромнейший объем, который можно поделить на разные маленькие объемы. Так Аллах не занимал места внутри этой вселенной, так как вселенной еще не было. Аллах не нуждался в этой вселенной до создания ее. И после того, как Он создал эту вселенную, Он не стал нуждаться в этой вселенной, чтобы существовать. «Кян Аллаху лам якун шай'ун гайрух». Это то, что сказал посланник Аллаха на вопрос его сподвижников о том, что Бог создал первым. То есть он указал этим ответом на то, что знание о Боге намного важнее, чем знание о созданных. Да, потом он сказал, что Аллах создал аль-арш над водой, Аллах создал воду, аль-арш, там, доска судеб, перо. Но первое, о чем сказал, это о том, кто такой Создатель, что Аллах был до создания созданных. То есть он не нуждался. И сейчас Аллах не наверху. Аллах не справа и не слева, не спереди и не сзади. Аллаха не окружает ни одно из 6 направлений, которые нас окружают. Ученые сказали, Аллах маджудун биля макян. Аллах существует без места. Потому что место – это объем, который занимает тело, объект. Аллах – это не тело и не объект. Вот кто такой Создатель. Вот кому мы должны поклоняться. И второе свидетельство ислама – Мухаммад Расулюллах. Мухаммад, сын Абдуллаха из племени Курайш, который был известен среди людей чистым человеком, непорочным, никогда не совершал грехов, никогда никого не обманывал. Он самый лучший из всех людей, обладал самыми лучшими качествами, как внешними, так и внутренними. До пророка Мухаммада был пророк Иисус, Моисей, Нух, алейхиссалям, пророк Адам. От Адама до Мухаммада было 124 тысячи пророков и посланников. Все они пришли от одного Бога, все были верующими в одного Бога, все были мусульмане. Религия ислам – это религия всех пророков и посланников. От Адама до Мухаммада. Это не новая, не молодая религия, как думают невежественные люди. Религия ислам – это религия пророка Иисуса, пророка Моисея, Ноя, Авраама, всех их. Потому что ислам – это религия покорности Богу. Вот это, братья и сестры мои дорогие, держите эти знания до конца своих дней. Передавайте своим будущим детям и внукам, потому что это условие вхождения в рай. Знание о том, что Аллах не похож ни на кого, ни на что Аллаху не присущи руки, ноги, как ваххабисты утверждают, что якобы Он там сидит, спускается, поднимается, улыбается, подпрыгивает. Это все качества наши. Аллах не похож на нас. В Коране об этом есть ясный аят по смыслу. Пусть Аллах сохранит наши жизни в этой временной жизни так, как соответствовало бы нашим желаниям. И пусть Аллах не разделит нас от нашей веры, которая является самой ценной. Пусть будет пользой этот урок для всех, для нас. Еще раз, смотрите, получайте знания по религии, укрепляйтесь в этом, потому что есть люди, которые говорят, что тот, у кого есть пальцы и сидящий наверху, он наш Бог. Другие говорят, солнце наш Бог. Третий говорит, Иисус наш Бог. 5, 8, 10 в Коране сказано, «Инна дина инда Аллах ислам». Единственная, то есть религия Аллаха – это ислам. Религия, одобренная Богом, ислам. Термин ислам на арабском языке, но не означает, что ислам только для арабов или только для татар. Все люди, которые жили при пророке Мухаммаде и которые живут после него, обязаны быть верующими. Последователи пророка Иисуса были верующими в Бога. Они никогда не говорили «Иисус Бог». Они говорили «Ла илляха илляллах, Иса Расулюллах». Последователи пророка Моисея говорили «Ла илляха илляллах, Муса Расулюллах». Они все верили в одного Создателя и признавали пророка, который был при их жизни. Время наше вышло. Иншаллах, если будет на то воля Аллаха, мы еще можем долго об этом говорить.